Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему — переломный момент. Давайте узнаем, что вас ждет, когда и в чем случится переломный момент. Загадайте на себя. И я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками в скромную должность. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь в личном переломный момент идет. Видите, одна лодка и вторая лодка. И между ними гора, которая не позволяла людям друг друга либо найти, увидеть, да, рассмотреть, либо препятствия на то, чтобы двое влюбленных были вместе. Опять же, вы все разные. У каждого своя ситуация. Может быть, это какая-то неразрешимая проблема была. Может, поругались вы крепко, да? Ну, либо, может быть, это проблемы семейного характера, да, когда там семьи не позволяли создать брак, там религиозные всякие предубеждения. У каждого по-своему отыграется. Видите, эта гора, недолго ей осталось между вами быть. Ой, недолго. Смотрите, вы все разные, но здесь четко показано 1 и 5. 15 дней, либо 1,5 месяца. И гора это просто рухнет, ее не станет. Еще раз. У одних из вас отыграется в течение 15 дней, либо через 15 дней, а у других 1,5 месяца, в течение 1,5 месяца, либо через 1,5 месяца. Гора рухнет, препятствие уйдет, и вы наконец-таки с друг другом воссоединитесь. Видите, небеса уже вас соединили. У вас общий дом. У вас одно большое счастье на двоих идет под крышей этого прекрасного дома. Если вы уже как в любви, в паре, но по какой-то причине разделены пространством, то в срок, который я вам озвучила, препятствие, которое вас разделяло, напрочь уйдет. Вы судьбой соединены, понимаете? Вы друг другу по судьбе и должны быть вместе в одном общем доме, под одной общей крышей, в счастье, в радости, да в любви. Сойтись с любимым человеком, воссоединиться с любимым человеком, либо обрести своего любимого человека. Вот оно событие, вот он переломный момент. Дальше, мои хорошие, кто-то подскользнется и упадет. Человек сильный, мощный, авторитетный, человек, который очень сильно над вами доминировал, который на вас влиял, который вас очень, возможно, ограничивал. Опять же, вы все разные. Человек, которого вы либо побаивались, либо человек, с кем вы ничего не могли поделать. Я вижу, что этот человек, он подскользнется и упадет, спину себе сломает. В прямом смысле, либо в переносном. И так может отыграться. Вижу, что свободу свою обретете, страх уйдет, влияние и давление уйдет. Событие это, кстати, скорое. Прям у кого-то совсем скоро отыграется. Сломать спину, если в сакральном смысле, это действительно потерять свое место в жизни, потерять все свои силы, все свои возможности, стать слабым и никчемным. Вот, если в сакральном смысле. Но если в прямом, то вижу, что вот падает прямо на спину и ломает ее человек. Тот, кто влиял, давил, манипулировал, подавлял вас. Да, вот в таком ключе информация. Сильный человек, и даже сильный человек может оступиться и упасть. Понимаете? Все мы под Богом ходим. Пути Господни, они неисповедимы.
вот и вас избавит от этого вредоносного человека. Это может быть и мужчина, и женщина. Не могу сказать вам точный срок, не показали. Но то, что это событие произойдет совсем скоро, оно является скорым событием, это точно. Потому что здесь даже руна скорости вышла, да, скорых событий, скорых перемен. С правой стороны вижу, что вы себя в чем-то найдете. Сейчас вы как, ну извините за сравнение, слепой котенок, да? Либо человек с повязкой на глазах, да еще и в абсолютной темноте, на ощупь ходите. Скорее всего, это связано с выбором жизни, либо с вашей работой и деятельностью, да, вот чем заняться, где себя найти, в чем применить, как реализовать. Ну, либо действительно, как мне поступить. Остаться, уехать, переехать, куда-то пойти, либо куда-то не ходить. Да, вот в таком ключе. Ваше состояние, оно абсолютно беспомощное. Я вижу, что вы прозреете, и я вижу, что вы свой путь увидите, вы свое предназначение поймете. У одних отыграется вот четкое, да, решение придет, вот что мне делать сейчас, да, куда мне идти, что мне выбирать, чем мне заниматься. У третьих работа либо призвание ваше найдется. Причем не просто найдется, там так сложатся обстоятельства, вот как будто бы работа, либо бизнес сам вас нашел. Либо вам вот прям пришлось чем-то заняться, да, либо выйти на какую-то работу. Здесь и прозрение, и понимание, и своим делом займетесь, либо своим путем наконец-таки пойдете. Это, кстати, тоже скорое событие, но здесь я вижу ровно единичку. И единичка это может быть как и один день, и одна неделя, и один месяц в течение этого срока, либо через этот срок. И так можно прочитать. Но глазки у вас откроются и засияют, потому что своим путем пойдете, либо своим делом наконец-таки займетесь, своим успешным делом займетесь. В таком ключе. Так, чуть выше. Переломный момент. Пара, у которой очень много проблем. Хорошие люди, семья, это семейная пара. Очень хорошие люди, честные, открытые, благородные. Никому жить не мешают, живут тихо, спокойно, на чужие капиталы не заглядываются, честно работают. А вот не везет им очень сильно по жизни, прям как будто бы все беды на них сыпятся. И что бы эти люди ни делали, нет спасения, нет перемены. Вижу женщину умную, которая вам правду раскроет, что не так с вашей семьей, что не так с вашей парой. Либо кто что сделал с вами, кто вам всю эту удачу и радость жизни перерубил. Вижу, что она не только расскажет, но и поможет. Не могу утверждать, кто эта женщина. Мне кажется, что это очень хороший эзотерик. Но, возможно, это, например, семейный психолог. Либо женщина, умудренная глубоким жизненным опытом. И так может отыграться. Но точно женщина. Женщина, которой вы поверите. И женщина, которая действительно помогает. Что-то она вам будет говорить, учить чему-то будет, может быть, делать что-то для вас будет. И это все сработает. Беду от вас отведет, неудачу из вашей жизни уберет. Ваша жизнь, она поменяется. И заживете вы так, как должны были жить. То, что у вас было отобрано, либо перебито вам было, да, потому что вижу, что перебивали вам тут не раз. И здоровье перебивали, и удачу перебивали, и финансовый поток перебивали, да и любовь вашу тоже перебивали. Вы все назад себе вернете благодаря этой женщине, благодаря ее действиям и советам. Не могу сказать вам по срокам, но вам кто-то посоветует эту женщину, кто-то порекомендует, и вы вот пойдете по рекомендации, и там все у вас сложится и получится. Смотрите, и вы вдвоем счастливые станете, будете жить как положено. И детки ваши тоже вашим путем пойдут. Ну, в смысле, будут тоже очень хорошо жить. И такие же счастливые, удачливые люди будут, как вы. Здесь у меня женщина сильная, но несчастная. Как будто бы она на острых иглах все время спит.
проблем много в жизни. Одна она, тяжело ей. Говорят, что мужчина должен к ней вернуться. Мужчина. Вот как мужчина вернется, так и жить вы по-другому станете. И иглы эти уйдут, и спать вы спокойно будете. И вот эти все терзания, мучения, беспокойства, проблемы, все они уйдут. Мужчина должен вернуться. Говорят, что он уже идет. Уже идет. Но вы настолько погружены в свою боль и страдания, в свои переживания, что вы этого не видите, не знаете, либо вестей не можете получить. А мужчина вернется, точно вернется, и жизнь вашу поменяет. Он все эти иглы, все эти острые моменты на себя возьмет. Понимаете, не только помогать вам будет. Все негативные моменты он возьмет на себя. Но здесь речь идет о том, что он возвращается. Значит, он где-то сейчас находится и будет возвращаться, вернется. И тогда все поменяется. Для женщины прям все поменяется. Да и для мужчины поменяется. Ведь он мужчина, он рожден для того, чтобы женщину свою защищать, любить, оберегать, чтобы с трудностями бороться. Вот так вот, мои хорошие. Вот говорят, что вернется. Откуда-то да вернется. Вы все разные, у каждого своя история в жизни. Но говорят, что вернется. Срок не могу вам сказать, не показали, но он уже в пути. Он уже возвращается. В самом центре показывают человека. Человек, который на своем месте находится. Вот знаете, как будто бы занять свою должность. Либо чем-то своим заняться, либо, например, куда-то вернуться. Да? Вернуться на свое место. Либо поехать, занять свое место. Смотрите, видите, вы сидите спиной вправо, лицом влево. Вы, скорее всего, не предполагаете, где это ваше место. Может быть, вы его и ищете, но не предполагаете, в чем ваше место, где конкретно оно находится. Видите, там над вами ангел парит в виде голубя. Вам будет знак. Вам будет знак, либо провидение, вот прям подведет. Вы свое место точно займете. Это не просто место, это такой, я вам скажу, трон, высокое место. Высоко сидеть будете. Место хорошее, теплое, непроблемное. Мне кажется, речь идет о какой-то должности. Либо какая-то конкретная локация, где вы должны находиться. Вот об этом, мне кажется, речь. Мало информации, но вижу, что провидение поможет. Ангел подведет, приведет, знак даст. Будьте внимательны ко всему тому, что с вами происходит. В вашей жизни нет случайностей. Все это промысел Божий, вы это поймете. А кто-то уже начал понимать. Доверьтесь, доверьтесь промыслу Божьему. Вас не обидят, наоборот, улучшат вашу жизнь и вас наградят. Чуть выше вижу, что с какой-то женщиной вы очень дружны. Но скоро все поменяется. Эта женщина начнет странно себя вести, холодно, грубо, хамовито. Прям, знаете, будет на вас постоянно фыркать и кусать вас. Да, вот словами, да, вот какие-то обидные слова, как буллинг какой-то устраивать вам. Женщина эта изначально вам очень сильно завидовала. И я вам больше скажу, на почве зависти она с вами подружилась, как втерлась доверие вам. С целью приблизиться и с целью максимально вам навредить. Но защита на вас сильная, я вижу. Не так-то просто вам навредить. Да и в принципе человек вы очень осторожный. Вас правильно родители воспитали. Хорошую базу в вас вложили. Вижу, что не получается ей навредить. Вижу, что вы всегда верх берете. Всегда как будто бы сухая из воды выходите. Бесится она по этому поводу. Скоро сдержать себя не сможет и начнет показывать свое истинное лицо. Не жалейте об этой женщине. С ней нужно как можно быстрее расстаться, порвать все связи, все взаимоотношения.
Ничего хорошего в этой дружбе нет. От этой дружбы постоянный какой-то прям негатив и вред чувствуется. Дружба может быть прям такая, не разлей вода, и это может быть просто общение, дружеское общение, но постоянное. Вижу, что вы с ней расстанетесь и поссоритесь. И это расставание, ссора вам пойдет во благо. Буквально в считанные дни вы прям почувствуете, что у вас в жизни проблем гораздо меньше стало. Меньше проблем, меньше тревог, меньше какого-то напряжения даже вокруг вас. Все это почувствуете. И еще с левой стороны. Это не у всех отыграется, но у кого-то точно. Вижу, у вас заболит что-то. У вас и сейчас болит, а то прям сильно заболит. И это будет прям такой тревожный звоночек, когда вы действительно обратитесь к специалисту. А вам так и скажут, что очень вовремя вы пришли. А если бы вы не пришли, последствия были бы просто вот фатальными, в прямом смысле этого слова. Знаете, это упреждающая боль, но она будет очень сильной, так что и обезбол не поможет. И да, действительно, через страх, через опасение, через неуверенность, да, многие ведь не верят в медицину, все равно пойдете к специалисту, и вас там действительно не только в себя приведут, но и вылечат. В прямом смысле слова вас вылечат. Боли не бойтесь, это боль упреждающая, да, для того, чтобы вы действительно собой занялись. Переломный момент состоит в том, что вы, во-первых, действительно на себя внимание обратите, начнете заниматься своей непосредственной проблемой со здоровьем, и плюс это вас приведет к правильному здоровому образу жизни. Когда вы действительно укрепите целиком и полностью свое здоровье, когда вы продлите свою жизнь на многие-многие годы, десятилетия, лучше столетия, да, продлите вперед. То есть высшие силы настолько любят вас, настолько вы нужны этому миру. Вы не хотите лечиться, но вас как принудят к этому, да? Принудят не только лечиться, но и заниматься собой, своим здоровьем. Это все во благо вам идет, все во благо. И еще, мои хорошие, добрая весть, письмо. Это именно письмо, причем либо электронное, либо в конверте придет, как по старинке было. Там очень добрые слова для вас будут. Я бы сказала, письмо счастья. Вот, без лишней скромности. Придет это письмо, и у вас на жизнь, в принципе, да, на жизнь, на судьбу взгляд поменяется. И отношение к жизни, и к судьбе тоже поменяются. Дождитесь, сами все поймете. Мои хорошие, до этого у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.